Глава государства Владимир Путин объявил 2022 годом народного искусства и нематериального наследия народов. Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры и этнокультурного многообразия. Вопросу сохранения родного языка в нашей республике уделяется особое внимание. В конце прошлого года открылся обновленный Центр по развитию калмыцкого языка. Теперь учреждение располагается в здании Элистинского политехнического колледжа. Стоит отметить, центр получил новое оборудование, увеличен также и штат сотрудников. Светлана Аджиева продолжит. Долгое время у Центра по развитию калмыцкого языка не было собственного помещения, а потому не все идеи и планы удавалось воплотить в жизнь, говорят сотрудники учреждения. Ситуация изменилась лишь в прошлом году. Благодаря поддержке главы республики и правительства было выделено помещение и закуплено современное оборудование. Выделили 1 800 000 рублей на приобретение техники, на ремонт помещений, новых помещений, в которые въехал сегодня Центр по развитию калмыцкого языка. И в настоящее время 1 100 000 у нас было использовано для приобретения новой техники, закуплена новая видеостудия для того, чтобы снимать видеоролики, различные сюжеты, материалы, видеоуроки по разным направлениям традиционной культуры, языка, письменности и так далее. А также, кроме того, мы закупили технику для работы самих сотрудников, сформировали большую библиотеку. Кроме того, нам подарили еще подарки. Центральный хурул «Золотая обитель Будды» Шакьямуни подарили бойлер для кипячения воды. Глава республики подарил очень хорошую микроволновую печь. Вообще, я считаю, что Центр по развитию калмыцкого языка должен быть эдакой точкой истины, истины последней инстанции, которая бы могла объяснять людям, что правильно, что неправильно. Именно поэтому у нас собрались в Центре калмыцкого языка очень хорошие специалисты широкого самого профиля. Мы в этот год планируем сделать очень много. Прежде всего, записать видеоуроки калмыцкого языка для людей, которые совершенно им не владеют. Особое внимание уделить в этих уроках произношению калмыцких звуков, потому что многие современные калмыки у нас, что скрывать, просто иногда не могут даже произнести некоторые звуки родного языка. Более того, мы готовим курсы по ясному письму «Тодобичик», курсы по обучению традиционной культуре. Геннадий Корнеев рассказал, что в ближайшее время будут записаны видеоуроки. В числе задач также исследовать и оцифровать памятники старокалмыцкой письменности. Большую помощь в этой работе оказывают ученые-калмыки. Мы занимаемся архивированием старинных текстов, то есть переводим в их цифровое пространство. Это такой щадящий режим. То есть если при обычном сканировании древний текст он состаривается от 50 до 100 лет в зависимости от лампы, то при таком вот щадящем режиме текст полностью сохраняет свой первоначальный вид. Для возрождения и развития калмыцкого языка большие усилия прилагают и педагоги учебных заведений республики. Но, как оказалось, этого недостаточно. Причина в отсутствии языковой среды. Если раньше носителями языка были представители старшего поколения, то сейчас молодые родители уже не говорят на родном языке. А в скором времени, благодаря записанным видеоурокам, взрослые вместе с детьми смогут изучать родной язык. Кстати, все файлы будут в широком доступе в интернете. Над этим как раз работают специалисты центра. Сейчас современные молодежь, школьники, все находятся в интернете, в Ютубе все смотрят, поэтому был закуплен хромакей, на котором мы снимаем все различные познавательные ролики по буддизму, по национальным традициям. Вот. Также у нас камеры, два компьютера, несколько ноутбуков закуплено, радиопетлички, стабилизатор для съемки в движении, чтобы все было красиво и познавательно. Также у нас есть телесуфлер, чтобы записывать ролики стоя, да, на одном месте. Вот. Все это сделано для того, чтобы перейти к более современным технологиям и изучению калмыцкого языка, методов, для того, чтобы будущее поколение могло войти и посмотреть все эти ролики, чтобы все это сохранилось в электронном виде. Забегая вперед, можно сказать и о планах центра. Уже сейчас разработана программа на текущий год, в которую вошли встречи, мастер-классы, видеоуроки по родной речи, а также по истории калмыцкого народа. Отдельное важное направление работы сотрудников центра заключается в разработке программ, призванных облегчить программу обучения родному языку в дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования, сделать калмыцкий язык простым, доступным и удобным для каждого.
Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».